Приветствую, дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 11 декабря. Это у нас с вами четверг. Смотреть мы будем на колоде пассианс, все знаки зодиака по очереди от овнов до рыбок. Почему? Потому что день у нас с вами обещает быть достаточно спокойным. Он будет идти под арканом уверенность, поэтому ничего плохого, по идее, не должно особо страшного произойти. Так что посмотрим на пассиансах. Так, где пассианс показывает просто события, там невозможно покопаться, посмотреть детали. Поэтому, когда день выпадает сложный, я смотрю на Ленорман. Когда такой более-менее лайт вариант, тогда смотрим пассианс. Начинаем с овнов, первые овны. 11 декабря, четверг. Овны. Как пройдет для овнов этот день? Как пройдет четверг? Какие события будут? Покажите мне. Какие будут события? Мечи. Может быть выяснение отношений, но с учетом умеренности это может все закончиться миром, примирением. Может быть с другом, смотрите, мечи и друг рядышком. С каким-то другом, подружкой можете поспорить, поссориться. Рыбу нельзя. Якорь, остановка. Колокольчик, пустые разговоры, кровать и весы еще тут есть. Шарики. Мешок с деньгами. Метлу нельзя. Есть еще свиток. Ох, сколько у вас событий много. Сейчас я еще промигусь, посмотрю здесь. Так. Не вижу я. Значит, смотрите, рассказываю отдельно каждое событие. Не будем с вами перемешивать их. Первое – это конфликт, выяснение отношений с кем-то. Кстати, можете быть еще свидетелями конфликта. Дальше общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня, хорошие новости, сложный выбор в этот день, интимная связь или разговоры об этом, мысли там и так далее, кровать. Деньги, чаще всего расходы, траты. Деловая встреча, хорошие новости. И якорь – это, скорее всего, где-то 2-3 часа вы будете на одном месте в этот день. Может быть, на встрече, может быть, там, не знаю, общаться с друзьями. То есть якорь показывает, что мы где-то заякоримся там часа на 2-3. Поэтому вот так. Ну, в принципе, из минусов у вас только конфликт. Если вы избежите конфликта, то, в принципе, день очень даже себе и позитивный. Опять же, может быть, это будете не вы ругаться, а вы будете видеть, как ругаются другие. Такое тоже может быть. Хорошо. Смотрим дальше тельцов. Так, сейчас мне тут навести порядки. Угу. Смотрим тельцы. 11 декабря, события дня, тельцы. 11 декабря, события дня, тельцы. Смотрим, что у вас. Череп выпадает, болезнь. Молния. Корабль. Ожидание и здоровье рядом выпали. Может быть, ожидание врача. Новость может быть связана с каким-то нерешенным вопросом, когда события так вместе выпадают, прям рядышком, очень часто указывают на одно.
Тут два варианта. Смотрите, чашечка и еще книга тоже может быть. Но я первую чашку увидела. Книга — это казенный дом. Если вдруг вы книгу увидели, тогда у вас будет, скорее всего, она проигрываться. Ножницы. Подкова. Подкова. Дальше маску нельзя. Здесь нет, здесь нет, нет, нет. Нет, и здесь тоже нет. Значит, смотрим, что у вас выходит. У вас из минуса это болезнь. Ну, часто указывают на то, что может быть, допустим, какая-то проблема со здоровьем, боли, там, вызов врача, поход в поликлинику и так далее. Дальше ожидание. Да, и рядом с болезнью выпадает ожидание. Гости, хотя может быть ожидание гостей. Дальше какая-то новость будет в этот день. Новость, которая может вас там сильно удивить, шокировать. И рядом ложится нерешенный вопрос. Возможно, будет какая-то информация, связанная с нерешенным вопросом. Опять же, ангел времени, он все затягивает. Поэтому в этот день вопросы как раз могут не решаться, а откладываться, переноситься. Поэтому надо быть готовым к тому, что ситуации будут затягиваться, нам придется долго ждать, нам придется переносить какие-то там встречи и так далее. Это вот так и играет аркан умеренность, проигрывается. Поэтому нерешенный вопрос, ожидание. С другой стороны, есть удача. Опять же, да, это ангел, который все делает так, как для нас хорошо, приносит нам удачу. И видите, решение вопроса. То есть тогда, когда вы хотите, он не решится. Он решится позже, тогда, когда надо. Так, чтобы было удачно для вас, хорошо для вас. Поэтому в этот день очень важно не психовать, если что-то идет не по плану. Да, вот если что-то там перемещается, это делается так, чтобы для вас было лучше. Понимаете? То есть если вопрос решится, просто это будет тогда, когда для вас будет лучше. И вы должны это как бы понимать. Вот такое для вас тут, такие события, такое предупреждение на четверг. Благодарю за внимание. Переходим мы с вами к близнецам. Смотрим близнецы. 11 декабря. События дня близнецы. Поехали, смотрим близнецы, четверг. Каким будет для вас? Первая чашечка чая. Первое событие. Ножницы. Угу. Колодец. Предупреждение. И рыба. Угу. Это хорошее событие. Два сердца. Так. Ага, есть еще подарочек по горизонтали. Дальше смотрим. Нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Здесь не вижу. Получается, в этот день у вас гости могут, допустим, вы пойдете в гости, или к вам придут гости, чаепитие с кем-то можете устраивать. Может решиться какой-то вопрос в этот день, получение подарка, любовь, все хорошо в личной жизни. И два предупреждения. Это скользкое дело и глубокая печаль и разочарование. Возможно, от того, что вас кто-то втянул в какие-то свои игрища и махинации. Поэтому тут вот надо быть осторожным. Вот эти два события предупреждения. Вы можете попасться в чьи-то хитро расставленные сети. Так что будьте аккуратны. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам.
Так, раки, 11 декабря. Одиннадцатое декабря, раки, события дня. Ну, первая кровать, что я увидела для вас на четверг. Это что такое? Ничего не вижу. Дерево. Ну, давайте посмотрим здесь. Да, есть домик. О, есть солнышко. Не сказала, подарок нельзя было соединить, потому что уже вот эта карта у нас с вами была здесь. Так, ну что, 4 события всего, да, получается на четверг. Первая — интимная связь, кровать. Ну, или если выпадает первым, бывает, что с утра лень вставать, или, допустим, можете там проспать, или допустим, не надо идти там с утра куда-то, и можно лишние пару часиков поспать. В общем, кровать. Дальше радость, солнце, хорошее настроение, дерево, приглашение. В четверг вас куда-то пригласят. И можете провести время дома, заниматься домашними делами. Домик выпал. Дом, быт, все наши вот эти земные делишки, да, так сказать, суета-сует. Очень похоже на то, что вы дома вообще проводите, да. Можете подольше поспать, дома хорошее настроение. Вообще не похоже на то, что будут какие-то дела в этот день у вас. Такая вот информация, раки. Благодарю за внимание и переходим к львам. Так, смотрим левушки. Львы, 11 декабря, события дня. Львы, 11 декабря. События дня, львы. Смотрим. Сразу первый череп. Ой, 2 карты. Свиток. Ключ. Маска. Метла. Угу. И тут же рядышком и мечи. Ссора, переходящая в конфликт. Возможно, это из-за обмана. По маске может обман открыться. А у нас с вами 11 числа Меркурий соединяется с Лилит. Это когда все вот эти скрытые какие-то тайны, интриги, все, что от вас пытались обмануть, скрыть, спрятать какую-то информацию, оно может выйти наружу. Так что у нас с вами 10, 11, 12 это вот эти 3 дня, когда могут быть конфликты, разборки. Так что будем смотреть. Есть еще якорь.
Значит, смотрите, что выпало. Тема здоровья выпала на четверг. Может, допустим, хромать, так сказать, болезнь, да, здоровье, какая-то болезнь может себя проявить. Ключ. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. Все будет зависеть от вас. И здоровье в том числе. Например, если вы болеете, по ключу вы можете найти либо лечение, либо хорошего доктора, либо, не знаю, там способ, да, вот какие-то хорошие лекарства, которые будут давать результаты. Дальше, значит, деловая встреча может быть. Причем по якорю она может там 2, 3, 4 часа длиться. Долго. Якорь это долго. Обман может быть, общение с друзьями, мелкая ссора и конфликт. Ну, тут, скорее всего, ссора, перерастающая в конфликт. Так что предупреждение у вас 3. Это конфликт, это здоровье и это обман. Так что могут еще сорваться какие-то маски в этот день с кого-то. Такая вот информация для вас, львы. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Дева, 11 декабря. Дева, четверг, события дня. Покажите мне. Угу. Роза. Свиток. Расческа, к сожалению, есть. И корона. Угу. Сундук и конверт. Получение денег. Интересно, у вас все события выпадают вот так вот парные, да, рядышком. Угу. Нерешенный вопрос. Ну, в этот день будет сложно с решением вопроса, потому что ангел времени, он все будет оттягивать. Откладывать, оттягивать. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, смотрим, что у вас выпало. Первое событие. Приятная встреча будет в этот день с кем-то, свидание. Встреча деловая. То есть встречи будут 2. Да, деловая и какая-то личная, приятная. Дальше общение с влиятельным человеком. Возможно, встреча, да, вот как раз вот этим человеком. Корона. Начальник, какой-нибудь там, не знаю, госслужащий. Это может быть консультант, кто-то с налоговой там и так далее. В общем, какой-то человек, у которого есть власть. Неприятность. Вот что плохо, то, что рядом с ним ложится неприятность. Возможно, как-то встреча пройдет не очень удачно. Либо произойдет неприятность, и нужно будет встречаться с ним, чтобы решить эту неприятность, как вариант. В общем, неприятность общения с влиятельным человеком, деньги, получение. Дальше конверт. Конверт — это может быть новость, это могут быть документы какие-то в этот день на руках. И получение чего-то тоже может быть. Получение документа, получение посылки, там, получение, опять же, тех же денег. И нерешенный вопрос. Видите, может быть неприятность — это то, что какой-то вопрос не решается. Вы встретились, пообщались, а вопрос не решился. Если мы посмотрим ножницы, одна половинка и другая, видите, далековато друг от друга. Скорее всего, что вот этот вопрос, который вы планируете в четверг решать, он еще не скоро решится. Ну, решится в свое время. Так что
ангел его оттягивает по какой-то причине. Такая вот информация для вас. Ну, из плюсиков это приятная встреча, это деньги. Так что плюсики тоже есть, не без этого. Благодарю за внимание. Дело перехожу к весам. Смотрим весы. 11 декабря, события дня, весы. Угу. Первое событие яблоко. Колокольчик. Ключ. Угу. Лебедь. Шарики. Ну, больше не вижу совпадений. Значит, первое — слезы. Но слезы могут быть и радости. Тут не обязательно негативное событие. Слезы. Гармоничные отношения в этот день. Может быть, какое-то событие в паре. Знакомство может быть, если вы одинокие. Пустые разговоры, болтовня. Хорошие новости, позитивные. И ключ в этот день — появление каких-то новых возможностей. Для вас открываются новые двери. В общем, этот день очень удачный, может быть, очень важный. Ключ показывает ключевой какой-то такой день особенный. Ну, поэтому я думаю, что это будет, скорее всего, слезы радости, потому что я здесь плохих событий у вас не вижу. У вас должно все пройти очень даже хорошо в четверг. Благодарю за внимание. Переходим к Скорпионам. Скорпион, 11 декабря. Угу. Все крутится, вертится, переворачивается. Скорпионы, четверг, события дня. Так, ну смотрим, скорпиончики, как пройдет этот день. Ой, две карты. Значит, первые два события. Два кольца и сердце. Череп. Чемодан. Солнце. Так, здесь у нас с вами два события. Молния и весы. Теперь проверяем горизонталь и вертикаль еще. Цыпленок. Колокольчик.
Машину нельзя, и здесь нет. Значит, получается, у вас в четверг тайная встреча может быть с кем-то, у вас, ну, может быть с другом, общение с друзьями, может быть, вы просто пойдете, никому не скажете. Общение с друзьями, тайная встреча, ухудшение самочувствия может быть, радость, хорошее настроение, временная разлука, либо встреча после временной разлуки, ну, скорее всего, с друзьями. Может быть, вы там уже недели, там 2-3 месяца не виделись. Какие-то новости, которые могут вас ошарашить в этот день. Молния, да, это как гром среди ясного неба. Информация. Часто это именно в электронном виде. То есть это там смс-ка, новости в телеграм-каналах и так далее. По телевизору какая-то новость. Выбор. Возможно, эта информация, эта новость поставит вас перед выбором. Весы выпадают рядом. Дальше колокольчик, пустые разговоры. Ну, это могут быть там с друзьями. И общение с детьми, либо с детками. Пустые разговоры, семья, дети, семейная жизнь, цыплята показывают, дети, внуки. Может быть, тут вот с детьми пустые разговоры. Так что из минуса получается, из минуса только здоровье. Череп выпал, показывает, что ну, какие-то вопросы будут по здоровью в этот день. Такая вот информация для вас. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Стрельцы, 11 декабря. События дня. Змея. Сразу первое событие. Ключ нельзя. Якорь. Молния. Подкова. Угу. Чемодан. Цветочек нельзя, жаль. Лебедь. Бабочку нельзя. Сердце. Свиток тоже нельзя. Здесь не вижу. Получается, первое событие змея. Общение с человеком, у которого длинный язык. Знаете, еще абьюзер. Таких людей называют. Дальше какие-то новости ошеломительные. Удача. Гармоничные отношения в паре. Общение с друзьями. Якорь. Где-то заякоритесь надолго. Может быть, на какой-то встрече где-то. И временная разлука с кем-то, либо встреча после временной разлуки. Опять же, друзья, может быть. Если вы друзей давно не видели, может быть встреча с этим человеком, с которым вы давно не общались. Вот это змея. Так что, ну, у вас, в принципе, тут особо таких негативных событий нет. Змея только. Ну, новость там, оно непонятно, какая она будет. Она шокирующая, но со знаком плюс или минус сложно сказать. Так как у вас рядом выпала удача, может быть больше со знаком плюс вероятность, что будет. Ну, уже увидим в четверг. Благодарю за внимание. Перехожу я к козерогам. Козероги, 11 декабря. События дня Козерожки.
Первое событие. Друг сердца. Дом. У вас много событий выпадает по диагонали. Так, чашка чая. Дом, гости. Дети. Цыплята, семейная жизнь, дети. Так. Подарок. У вас больше день похож на выходной. У кого-то тоже, не помню, у какого-то знака тоже так выпало. Так, и здесь... Нет, значит, смотрите, что у вас выпадает. У вас выпадает, что этот день вы проводите, скорее всего, дома. Ну, или самые важные события будут дома. Семейная жизнь, дом, дальше гости. Возможно, в гости кто-то приедет. Друзья, гости, друзья, семья, семейная жизнь, цыплята, дети, внуки. То есть мы проводим время с семьей. Подарки. Все очень похоже, что у кого-то день рождения. Подарки, гости, события, друзья, семья и змея. Ну, змея — это, может быть, там кто-то среди гостей будет такой, знаете, острый на язычок, человек, который любит там подкалывать, делать какие-то замечания, всем учить жизни, может вот таким образом проиграться. Обязательно кто-то будет ядовитый среди ваших гостей. Так что, ну, у вас, видите, какой-то такой день больше похожий на выходной. Никаких ни дел, ни задач, ни заданий, ни работы, тут ничего нет. Будете отдыхать в четверг. Благодарю за внимание, Козероги. Переходим к Водолеям. Водолеи, 11 декабря, события дня. Угу, пропустила метлу. Первое событие. Мешок с деньгами. Книгу нельзя. Цепь. Угу. Мечи. Сердце. Свиток. Здесь не вижу. Так, что получается? Ссора. В этот день может быть с кем-то деньги. Ну, мешочек больше показывает расходы, покупки, расходы, траты. Нерешенный вопрос. А ну, смотрим, ножницы. Ну, далековато. Далековато решение этого вопроса. В четверг какой-то вопрос не решится. Будет встреча деловая. Ну, вот, возможно, встреча будет, а вопрос не решится. Будет общение с друзьями в этот день. И может быть конфликт. Тоже вас предупреждают о том, что нужно постараться ни с кем не поругаться. Может быть, вы будете силой пытаться, да, вот решить этот вопрос. Ну, ангел времени нам говорит о том, что нужно потерпеть, подождать. Еще не пришло время. Как только время придет, да, эта цепь разорвется, и вопрос решится. Надо просто подождать. А у вас, видите, тут и ссора, и конфликт. В этот день вам будет хотеться
повыяснять отношения, наверное, с другими людьми. Ну, это норма, потому что в этот день у нас будет с вами соединение Лилит с Меркурием. Поэтому я думаю, что конфликты с выяснением отношений неизбежны. Так, хорошо, смотрим с вами дальше рыбок. Остались рыбы. декабря. События дня рыба. Угу. Сразу же предупреждение рыбки для вас, маска. Будут срываться маски в этот день. Бокал. Нерешенный вопрос. Лебедь. Угу. Печаль. Ну, возможно, печаль из-за того, что вот этот вопрос не решается. Ага, победа. Нерешенный вопрос, победа. Ожидание. Нужно терпение. Ангел времени говорит, нужно терпение, и победа будет. Подарок. Так, смотрим подарок. Кораблик. Смотрим периметр. Здесь нет. Получается, значит, первое событие маска. Говорит о том, что возможен обман. Вас будут обманывать или вы кого-то будете обманывать. Тут может быть и так, и так. Маска. Кто-то будет надевать на себя маску. И маски эти будут срываться в этот день. Застолье может быть. Гармоничные отношения в паре. Подарок. Подарок, застолье. Ожидание чего-то, кого-то. Победа. Победа, результат. То есть, скорее всего, в одном вопросе будет результат и будут достижения, а в другом нет, потому что выпадает и нерешенный вопрос, и победа. И разочарование. Ну, понятно, что да, одно дело приводит к разочарованию и нерешению вопроса, и оттягиванию, да, ожидания. А другое какое-то приводит, видите, к результату, победа. Так что вот такой вот день неоднозначный. У вас 50 на 50. Есть и хорошие события, но есть и предупреждения. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.